Ну, всем добрый вечер, да, уже вечер. Спасибо за обратную связь. Это говорит о том, что мы, возможно, делаем уже какие-то правильные вещи. Ну, наш фонд развития предпринимательства работает на рынке 30 лет. 27 ноября нам исполнилось 30 лет. Мы его широко не отметили. Мы все деньги на корпоративные мероприятия направили детям мобилизованным. Сосновый Бор, 120 детей получили соответствующие подарки, праздники. Это достойно, Поэтому да, мы этим аплодисментов. гордимся. Ага. Это не мое решение, это решение всего коллектива фонда. Ну, у нас 3 направления: микрофинансирование, предоставление поручительства и деятельность по поддержке промышленности. Третье вот направление только развивается, мы думаем, со следующего года оно выстрелит. Ну, на микрофинансировании не остановлюсь. Если есть вопросы, обращайтесь к Фонду развития предпринимательства Орджоникидзе 20 или можете через центр «Мой бизнес» обратиться с любого уголка Республики Саха-Якутия, там же подать документы. На самом деле центром «Мой бизнес» мы держим очень хорошие партнерские отношения. Благодаря центру «Мой бизнес» мы охватили региональных, районных предпринимателей. На сегодня в портфеле, если посмотреть, 60% это районные предприниматели, 40% это городские. Ну, я остановлюсь на представлении поручительства. Это государственная мера поддержки. Об этом на самом деле мало кто знал. На сегодняшний день ситуация какова? Синяя — это сколько кредитов получили по годам, да? Ну, сколько кредитов получили субъекты малого и среднего предпринимательства. Желтая — это уже по годам, да, получается? Ага. То есть получено... Рост 2022 год, если смотрим, заключено 186 договоров. По сравнению с прошлым годом оно на 106 договоров больше. Да? При этом мы поручились на 883 миллиона, а бизнес получил благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства 2 миллиарда 117 миллионов рублей. И сейчас очень много заявок тоже на рассмотрение. Мы думаем, что до 2 миллиардов 200 дойдем, наверное. Вот. Выплаченные дефолты мы смотрим вот с 2016 года, 2022 год смотрим, 0 выплат дефолтов, ну и 4 миллиона 600 выплаченных дефолтов мы вернули. Это говорит о том, что банки стали хорошо анализировать своих клиентов, да, и мы входим в такие сделки в качестве поручителя. Гарантийный капитал мы в этом году за 2 года восстановили. Был убыток на 75 миллионов. На сегодняшний день 64 миллиона 500 тысяч мы восстановили за счет собственных доходов. Ну, это санкции повлияли, да, можно так сказать. Рост ключевой ставки. Мы смогли разместиться в депозиты, и все, что заработали, направили на восстановление гарантийного капитала, что на сегодняшний день увеличивает лимиты заемщика на получение поручительства. Ну и, конечно, мы прошли рейтинг в корпорации МСП, да, улучшили. Вот за последние 3 года мы были на 82-м, 82-й, 87-й вообще упали по итогам 2020 года. Ну, в этом году мы заняли 51 место. Уверены, что в следующем году мы эту позицию улучшим. Вот, наши достижения. Ну, мы выполнили все планы, отсутствие дефолтов, докапитализировали с республики 150 миллионов, смогли поддержать поручительством бизнес, в том числе и оптовых предприятий, которые в Алмаз-Эргенбанке кредитовались. Восстановили капитал, успешная аккредитация фонда, присвоен ранг, характеризующий средний уровень надежности гарантийного капитала. Ну, на сегодняшний день мы сотрудничаем практически со всеми финансовыми структурами, вплоть дошли вот до фонда города Якутска, с Алмаз кредит сервисом, со всеми вот финансовыми организациями. Вот позавчера, буквально вчера, да, позавчера мы заключили соглашение с банком ВТБ, да, мы очень надеемся, что банк ВТБ у нас реально пойдет в поддержку бизнеса, и мы обязательно поручимся в качестве залога. Это вообще мера поддержки, когда у бизнеса не хватает залога, вы говорите, ну давайте на часть пусть фонд поручается. 70% мы можем покрыть. На одну сделку максимальная сумма поручительства может предоставить 25 миллионов. Наше поручительство имеет 2-ю категорию качества для наших предпринимателей. Сейчас рассматривается его перевести на 1-ю категорию качества. То есть, возможно, если это произойдет, мы будем диктовать какие-то условия для нашего сотрудничества. Ну, в целом так. Мы со всеми банками работаем. Ну, вот с Россельхозбанком надо
подтянуться и... Вот я прямо чувствовала, работать. что мы вас рядом посадили, да? Вы почувствовали уровень моей интуиции, да? Да. У нас есть включение Намский район. Пожалуйста, Марфа Семеновна, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. У меня вопрос к фонд поддержки предпринимательства. У меня такой вопрос. Когда я беру кредит, первый процент, то есть первый раз процент маленький, там 6-8%. А когда соберу во второй раз взять, то сумма увеличивается процент. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Это условие, которое мы сделали в этом году. Оно сделано в каких целях, да? Мы проанализировали наших заемщиков, субъектов малого и среднего предпринимательства, и увидели, что наши предприниматели неоднократно обращаются и берут у фонда одни и те же займы каждый год после закрытия займа. И более 3 раз, если уже заемщик у нас получил меру господдержки, то мы считаем, что этот заемщик становится уже практически клиентом банка. Вот. Почему мы это сделали? При одобрении 4-й, 5-й раз мы вам увеличиваем процентную ставку, но не более ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации. Когда был в этом году скачок, конечно, многие предприниматели у нас получили займы по 16-17% годовых. У фонда, как у кредитных учреждений, деньги не резиновые, это все в обороте держится. Чтобы кассового разрыва не было и поддержать мерами господдержки других предпринимателей, а их 43 миллиона, это 43 тысячи на сегодняшний день, а в нашем портфеле сидит 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства. По сути, мы охватываем вообще мизерную часть, а хочется всем помочь. Чтобы денег хватило всем, мы выдаем займы под повышенные ставки, если обращается более 3 раз. Но все равно не отказываем, если заемщик согласен, субъект малого и среднего предпринимательства, под такие ставки, мы же все равно выдаем. Спасибо большое. И у нас еще один вопрос. Это из Татинского района. Пожалуйста, коллеги. Тоже фонд, да, я так понимаю? Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос к Петру Федоровичу. На 2023 год какие новые продукты планируются? Спасибо. Ну, по микрофинансированию, если вопрос задаете, то планируется работать с теми же продуктами. Планируем единственный нонсенс. Мы сейчас рассматриваем снижение ставки по товаропроизводителям. Было 8, возможно, снизим его до 6%, как приоритетное направление на сегодняшний день и тренд для нашего региона на сегодняшний день. Те же продукты будут. На самом деле, вообще фонд такой, мы мобильно работаем, можем совместные продукты делать с администрациями района, можем совместные продукты делать с министерствами, можем совместные продукты сделать с любым кредитным учреждением. Нам главное дать возможность субъекту малого и среднего предпринимательства как-то финансироваться и развиваться. Поэтому мы открыты к любым предложениям. С администрацией, например, мы можем какую-то часть денег субсидий получить от муниципального района, но при этом субъект малого и среднего предпринимательства у нас может получить займ от 3, 2, 4% годовых. Это мы как договоримся с администрацией, например. Поэтому новые продукты могут быть открыты ежеквартально, ежемесячно.